Здравствуйте! В эфире программа о спорте и здоровом образе жизни «Олимпийский резерв». И я, Виктория Гарина. Еженедельный обзор ярких спортивных событий в регионе, а также судьбы спортсменов, чьи имена уже вошли в историю, и тех, кто еще на пути к этому. Чемпионы мира и лидеры дворовых команд. Все это в ближайшие 10 минут. Женская баскетбольная команда Химико-технологического университета по итогам сезона 2011-2012 годов стала лучшей студенческой командой страны. Девушки в минувшие выходные в финале чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России одержали победу над командой из Владивостока. Спортсменки из Владивостока обыграли ивановских баскетболисток. Однако студентки нашего химтеха взяли реванш и смогли в упорной борьбе обыграть соперниц на 9 очков. Кроме победного кубка, ивановские баскетболистки стали обладателями еще нескольких титулов. Так, Александра Буренкова стала лучшим защитником, Екатерина Гусева – лучшим форвардом. Ирина Исаева признана лучшим тренером. В Ивановской области встретили команду бегунов из Ярославля, участников Всемирной факельной эстафеты «Всемирный бег мира и гармонии». Традиционно она начинается от секретариата ООН в Нью-Йорке и проводится данная акция один раз в 2 года. Впервые факел мира пронесли по всему земному шару 25 лет назад. В эстафете на сегодняшний день участвует больше 80 стран, в том числе и Россия. В нашей области факел мира встретят 9 легкоатлетов. Они пробегут с ним через Фурманов, Приволжск, Плес, Вичугу, Рудники, Луг, Палих, Шую и Лежнево и передадут эстафету мира Владимирской области. Ивановский текстильщик завершил спортивный сезон 2011-2012 годов. Красно-черные немного не дотянули до первого места и уж совсем чуть-чуть уступили второе. Однако и бронзовые медали для текстильщика уже большое достижение. Еще в прошлом сезоне они находились в конце турнирной таблицы и вот уже в лидерах зоны Запад. Как далась им победа и что двигало футболистами в нашей программе. 2011 год для клуба «Текстильщик», по мнению болельщиков, можно назвать годом возрождения ивановского футбола. После 3 лет прозябания красно-черные не просто шагнули, рванули вперед. Впервые за 14 лет вышли в 1/32 финала Кубка России. Да и в первенстве России оказались в тройке лидеров, хотя год начинался не очень удачно. Сначала как не пошли игры, мы понимали, что от нас ждут другого, мы должны играть лучше. Получилось так, что первые 4 игры мы не смогли выиграть, потом, в принципе, перелом может быть по результату. Это когда мы съездили в Смоленск, Локомотив, смогли взять 6 очков. И как-то... А по игре, мне кажется, больше вот уже, когда 3 домашние игры мы выиграли, Карелия, Север, Эстрада достаточно уверенно. Почувствовали, что можем показывать хороший футбол, выигрывать, доставлять. Болельщикам понравились эти игры и вроде как уверенность поймали. Игра со Смоленском состоялась как раз 9 мая и, как потом оказалось, с главным соперником текстильщика за 3-е место. Именно эта встреча определила, куда в итоге двинется команда – вниз или вверх турнирной таблицы. Красно-черные будто бы оседлали удачу, одна великолепная игра за другой. Я бы еще отметил игру в Раменском. Очень хорошую игру показала наша команда, держав на выезде победу. Дома подарили болельщикам отличную игру с Волочанином Ратмиром, забив 6 мячей. Феерический был результат. Ну и, конечно же, победная выездная серия уже в этом 2012 году. Очень много матчей совершенно незабываемых. Больше 6 тысяч зрителей пришли на первый матч 2012 года и увидели 90 минут потрясающей игры с «Сатурном». И забитый на последней добавленной минуте гол Константином Подкорытовым – это вообще на всю жизнь эмоции, на всю жизнь подаренные нашей командой. Конечно, никто и не забудет из тех 80 или 90 человек, которые приехали в Истру в прошлом сезоне и увидели, как текстильщик проиграл со счетом 0-2. Это тоже незабываемые эмоции другого рода, но тоже на всю жизнь. Причем побеждать футболистам во многом помогала поддержка болельщиков. Ивановцы признаются, они соскучились по профессиональному футболу, а потому и поддержка в этом сезоне была мощной как никогда. Стадион в среднем заполнялся наполовину, около 5000 человек приходили на игру. Ивановский текстильщик посещаемость занимает стадион 2-е место во всей 2-й лиге после Белгородского «Салюта энергии». Это говорит о том, что люди у нас любят футбол. И, извините, на Мякине теперь не проведешь. То есть, если бы плохо играли, наверное, народ бы не стал ходить. У ивановцев тяга к футболу в крови. Как и в 90-е, болельщики идут на футбол. Только тогда стадион напоминал больше руины. Сейчас же все изменилось. Матчи текстильщика стали местом культурного отдыха и массового праздника. Было приятно ходить на стадион, потому что администрация стадиона заметно как заботится о зрителях.
Это и организованные напитки, и закуски, и для зрителей с детьми семейный сектор, и чистый стадион всегда, и инфраструктура, подготовленная для болельщиков. Это все, конечно, приятно, и это все привлекает зрителей на стадион. Болельщики не только своим количеством радуют футболистов, но и стараются активно пропагандировать ивановский футбол со всеми его традициями. Ведут работу в интернете и, что уникально, для второго дивизиона учреждают призы зрительских симпатий лучшим футболистам. А выделить кого-то впервые за долгое время очень сложно. Команда играла в этом сезоне удивительно слаженно. Наша команда пропустила меньше всех мячей в зоне «Запад». За счет чего? За счет уверенной игры вратарей Самохвалова и Орлова. Они два, так сказать, друг друга заменяли, помогали. И за счет конкретно защитной линии, как говорят, защитников. Вот. Михаил Ершов, он не только здорово свою работу в обороне выполнял, но он важные голы забивал, приходя в штрафную площадь соперников. Так, в последнем матче сезона как раз Михаил Ершов принес своей команде победный гол. Единственный в этой встрече. Правда, накануне футболист поспорил с защитником Андреем Поповым, что забьет 2 мяча. Защитнику удается забить гол, это очень здорово, что у нас разные футболисты. Нету ярко выраженного человека, который бы тянул одеяло только на себя. Александр не до года возмужал. Парнишка молодой, там года 2-3 назад начинал, а сейчас он уже маститый игрок. Это я говорю о линии обороны, она заслуживает. Ну а со стороны болельщиков они всегда любят голы. А голы красавцы забивать Никита Демченко, Николай Вдовиченко. Александр Бурунов – это вообще мотор команды, это живой звук, как говорят болельщики. Ну, конечно, капитан Евгений Лосев – это гроссмейстер. На данный момент Евгений Лосев – гроссмейстер футбола в нашей команде. В команде появились новые игроки. Потребовалось время, чтобы откоординировать свои действия, сплотиться. Сборы за границу, усиленная подготовка дома. Однако, по словам футболистов, и это не самое главное, что привело к успеху. Это благодаря нашему главному тренеру, благодаря руководству. Он сумел сплотить команду, сумел настроить, зная там какие-то подводные течения, там, то, что все было, он пытался настроить команду. И мы играли там не только там ради себя какого-то удовольствия, но и ради тренеров играли, ради города, ради руководства. И, конечно, ради болельщиков. Правда, от недостойного поведения некоторых фанатов футбольный клуб в этом году и страдал неоднократно. Порядка 100 000 рублей текстильщик выплатил в качестве штрафов. Да и после домашнего поражения с Мурманским Севером некоторые любители футбола поспешили обвинить команду в нечестной игре. Однако красно-черные все же взяли верх над эмоциями и вновь возобновили победную серию игр. Конечно, закончился сезон, и подводя итоги этого сезона, каждый из болельщиков многочисленных оценивает его по-разному. Для кого-то это огромная радость, счастье от того, что текстильщик получил 3-е место. Наша команда завоевала бронзовые медали после нескольких лет болтания там на дне турнирной таблицы, которые все переживали как личную трагедию. А для кого-то из болельщиков это досада по поводу того, что упущены серебряные медали. Очень символично, что вот в год 75-летия клуба мы смогли завершить сезон на мажорной ноте, заняли 3-е место, вошли в призовую тройку. Даже подарили болельщикам надежду борьбы за 1-е место. На следующий сезон наш клуб планирует уже поставить действительно задачу занятия 1-го места, потому что в этом сезоне такая у нас задача появилась буквально только по ходу развития, когда мы действительно удачно выступили, 3-е место по итогам 2011 года заняли. А следующий сезон начнется уже через пару месяцев. И это, пожалуй, будет самым мучительным временем для болельщиков. Ведь, возможно, поменяется и состав команды, и состав тренерский. У меня на этом все. Спортивного вам настроения. Ведь, как известно, занятия спортом вырабатывают в организме эндорфин. А эндорфин делает человека счастливым. Увидимся в следующий четверг.